ja siin jätkub siis teine osa ja oleme ikkagi veel Tallinna, Tartu maantee ja Kardla teeristis ja hakkame sõitma tagasi. Ja siin ikkagi selgub, et ma saan aru, et ta on ikkagi võimeline rohkem sõita kui 43–45 kilomeetrit ja tuleb teha natukene pikem ring. Aga tõukeratas võtab muidugi natuke rohkem voolu kui jalgratas, elektriline jalgratas ja siin ei saa täpselt seda 26 ampertundi, ei saa otse ringi arvutada jalgratta peale. Tulemused on tõesti teised. And here we are starting a ride, is a second part is a starting and we are starting a back to a ride from a Kardla, the place name, and back to Tartu. And now I understand and I am calculating that I can ride more than 43 or 45 kilometers and I made this decision to ride it a little more and test how much it can ride. It's 26 ampere hours capacity battery, 48 volts. At first, I'm not was that idea to ride more than 45 kilometers, but now I'm changing everything. Итак, здесь продолжается вторая часть, и уедем из этого места Кардла, Таллин-Тарту шоссе. И здесь я вижу, что уже еду там 43-45 километров, и у меня еще батарейки хватает и хватает. И поэтому пришел все-таки такой, не пришел, это логично, что такой трезвый смысл, что ехать, конечно, больше. И попробовать полностью, насколько хватает этого 26 ампер час и 48 вольт батарейки. Тут не сравнивать с ампер часом, как сколько можно ехать велосипедом. Электросамокат или этот малыш-мопед, в общем-то, они используют или как-то этот электричество пойдет больше. Nii, panin kiivri alla villase mütsi, sellepärast, et üks asi on tegelikult nii sama siin ringi jalutada ei ole midagi. Kusjuures huvitaval kombel, et siin on maal on nagu, tuul oleks nagu jahe. Et Итак, одел под шлем, одел этот шапку. А то действительно уже немножко прохладно было. Так, я вырубил этот. Надо опять рубить. NFS key. Так. And I'm dressed we're using it's on the helmet. It's not a robbery mask, but it's a hat. No, it's a winter hat, and it's a little cold. It was to ride it. All right. And now we are returning back, and we was riding it. It's a clear, everything in here. Итак, здесь можно хорошо настроивать этот держатель постоянного скорости. Этот надо сделать какой-то лучше конструкцию. And I need to make it a little better with cruise speed holder constructions. It's not good. All right, I can use it, but it's not use it to very comfortable. It's all right. 25 kilometers per hour. It's good. By GPS we're riding, and we're riding. It's a little down too. It's now. And the wind is from a backside. And here it's building like it's is it rebuilding like it's an old house or it's a new house?
I need to watch the old videos and after that I understand it. И так я не понял, этот том вроде не было тут раньше такого тома. Здесь тоже труба есть у дома. Но тут даже не том этот маленький был. Тут вроде никто не живет. Сейчас он... Так, дисплей показывает 27, 28, а этот 26. Но мы вниз едем сейчас, поэтому. А так он показывал в 25. Оказывается, я вроде 10 минут прогулялся там потихоньку так. Странно даже. Так, едем 25, если кто-то видит. А здесь вниз едем немножко, может быть 26 показывает GPS. Что я хотел, вот эти путешественники разные я смотрел. И вдруг я обнаружил, что есть тоже, как-то можно так тоже читать, как-то будто бы путешественники. И YouTube канал парень один, самый больший, все-таки у меня он самый больший нравится, потому что он самый больше показывает свою езды, как он ездит по камеру, такого, что езды всегда хорошо видно. И его канал есть этот «Хочу на юг». На самом деле он курьер. Я понял, что он в Курске. Вроде он сам из Курска. Или я могу ошибиться, или он самый родной город, но сейчас он в Орёле, в общем-то, по-моему, да, катается. А потом я видал, что там еще Ростов-на-Доне, кто в Москве, кто Ленинграда, Нижнекамск, Саратов, там разное там такое. Но этот «Хочу на юг», он самое больше показывает дороги, улицы. Хорошо, понятно, видать, в каком континенте дороги, дома. Орел, как сказать, очень много новостроенных этих таких домов, там очень много видно, и улицы вроде новые. Но там опять такое, он берет этот какой-то Яндекс или что там, или пятерочка, или не квадрат, а этот магнит, не квадрат. Хорошо. У них эти разные, и там это Wildberries, и что-то еще было. Эти курьерские едет, и он попробует ездить только в одном этом, на русском можно сказать, что район, что в одном своем районе едет, и они даже, города же большие, если сравнивать, даже в Таллине, какой-то Курск или Орел даже побольше, чем это в Таллин, в общем-то, можно так сказать. Или, может быть, приблизительно такое. Но Ростов-на-Дону, но этот уже, по-моему, миллионник. Или, в общем, такое большое. И я не вижу, конечно, не на весь город. Курск, по-моему, очень хорошо было видно. Вот странно, наверное, я не знаю, по курским домам видно. Но вот мы говорили, что бои были, этот Курская дуга в 43-м году летом. Но этот вроде Курск вроде туда не потрогал. Курск это в другом месте было сам. Такое. И в Курске видно довольно много
Но вроде даже мне похоже, что царское время построено или построено 20-х, 30-х годов, но в стиле еще, но этот куберском или ну как это, стиле этого провинциального стиля, старые, такого царского времени, такие каменные дома. Может быть, из войны, из Курска ничего не осталось, и действительно построили. И маленькие дома, ну как это, ну нормальные, они почему-то русские говорят, что это частные дома. По-моему, они просто дома. А другие эти квартирки, панельки, такое, это ненормальные, по-моему. Но у нас тоже так читаются, в общем-то, люди. Ну вот, и так опять у меня такой паразитный, такой сделаю все время, так подтягиваю. Хотя, если я просто так говорю с кем-то, я никогда такого, вроде как-то берешь такую паузу, попробуешь как-то там подумать, и опять пошел, длинный какой-то. И так разница, что в Курске вроде и тоже вот смотришь, что ну как у нас эти обычные дома такой, ну люди сами построили такие. Очень в русском стиле, некоторые даже много кирпичных домов. Опять такой вопрос. Это передвоенные или послевоенные? Почему я так обсуждаю? Потому что кирпич после войны все-таки было из красного такого кирпича, там видно было, все-таки было дефицит было. У нас центр города все разбомбили, и люди, которые построили домов, например, мой дом тоже, очень много людей притащили этот строй и кирпичи, пошли в центр города и все почистили, все эти старинные, даже может быть многовековые кирпичи таскали из такого себе этот. В многих местах есть такое. Ну, их, может быть, не видно просто, но все-таки использовали этот материал. Может быть, тоже Курск так много разбомбили, что все было в руинах, и просто люди использовали эти кирпичи от руинах, чтобы построить эти дома. Построить все эти дома. Если у меня знакомая говорила из Комеля, я тоже думал, что эти дома уже Комели там из царского времени. Она говорила, нет, никакой царского времени. Они построены где-то 40-е, 50-е годы. А я думаю, ну как они могут быть еще 40-е, 50-е годы, слишком из пушки. Но дома же это время уже жить было лучше, жить стало веселее. Но у нас тоже построили вот эти дома, этот мой округ. Это все построено в 50-е, середине 50-х годов. Когда люди начинали вернуться из Сибири, из лагерей такого, у нас уже дом, книга дома или такое, где можно писать люди, кто там живут. Там первые записи у нас уже 57-й год. Это значит, что дом должен быть уже построен. И я нашел фотографию с 64-го года. Все дома, это в моем улице, абсолютно все этот участок, все уже построено. Ну, если даже в Коме или Курске в этом же периоде построили дома, я не понимаю, почему такие маленькие, как будто бы в 19 веку построено. Или просто русское обычай строить такое маленькие, очень близко, очень маленькими окнами, и все окна должны быть рядом.
Ну, наверное, без проекта построили. Вот здесь речка недалеко. And here on the left side is a 150 meters is a river. Maybe it's a little seeing cameras, maybe it's a seeing it. Yes, from here it's a camera is seeing it's a river. И вот реку видно отсюда, камера видит, ja Emajõgi on näha siin. Что, может быть, там без проекта все построит, и до сих пор построит. Такого, что... А у нас все эти проекты должен было закрепить, и такое, что... Да. Просто так, что сделать избушку нельзя. Даже в советское время уже, если деревню хочешь дом построить, все равно проект надо было, а не так. Здесь направо, наверное, рапс растет. And here it's growing in the right side. I think it's raps. I think it's that. Or I'm not sure. Nii, ja tundub, et raps kasvab siin paremal pool. Nüüd ma juba tean, mis asjaga on tegemist. Et sügisel näeb välja nagu redis või selline nagu mingi kaalika moodi, aga miks teda nii vähe on välja kasvanud, sest tegelikult sügis oli ju soe eelmine aasta, ei oska öelda. Вот такие... что эти курьерам, это да, хочу, но там, ну, интересно смотреть, как эти курьеры едут, но они слишком много говорят про денег, про работу, смены, слоты, тарифы, коэффициенты, но это тоже как-то так, что иногда вот смотреть, что разница есть, что ленинградские, московские курьеры заработают гораздо больше, чем Курске, Орёле или какой-то Нижнекаменске или Саратове. Гораздо больше. Я говорю про велосипедах, в общем, такое. Если этот пеший курьер, я не хочу этого смотреть, это просто зря потраченное время. Ну, тоже там... Один парень из Ленинграда как раз выпускал себе эти кружки, рубашки, дядя Квак или как-то, как он называет. У него там электровелосипеды, Курынич, и что у него раньше было там. Он такой тоже интересный фрукт такой вообще. Но они все интересны, в общем, такое. Один парень есть с очками, едет в Ростов, и он метр что-то 178 или что-то такое он говорит, и вес у него 47. Но он так говорит. И он сделает не видео, а он сделает прямые стримы, сделает в прямом эфире. Но я не знаю, я тоже, ну, такой, ну да, он едет и говорит, и у него долгие видео, 1,5 часа, там даже 2 часа было. Ну и немножко хотя бы видно, и город видно. Но если сравнивать, например, Орел и Ростов-на-Дону, что я видал, например, ну я просто сравниваю так, что Ростов-на-Дону и Орел, что Ореле эти улицы, что такое вообще лучше все выглядит. И ни дырках, ни ямках, ни улице, и все такое, что все вроде как-то лучше.
Курске, Курск мне понравилось, потому что он такой... Вот про Курск я хочу говорить. Вроде там есть есть эти хрущевки есть, тогда есть панельки 60-е, 70-х годов такое есть там. В общем, такие. И там вроде там в середине там долина, маленькая река такое. И там все разные, там то эти обычные дома, то панельки какие-то, там все как-то смешивается. Орелы только панельки, квартирки, ну или как-то так. Что вот таких нормальных домов не видно. Так тут тоже труба была. Что есть разница. Да, это оценки и деньги, которые получает один курьер или какой-то другом месте. В некоторых местах они курируют, курьеры, или так, курсируют. Даже меньше на 100 рублей. Если у них уже где-то там 129 рублей, этот уже как будто бы праздник. В Питере, если он получает 129 рублей, совсем, он говорит, что это не совсем не деньги, это просто издевательство. Ну да, есть такое. Так, потерял первый столбик из этого, и я ехал 25 километров. And I'm lost somewhere in here. It's the first section from a display is showing. And we are riding, it's 25 kilometers. And now it's 26 it's being now. Ja kaotasime ära esimese tulba. Kui me olime ära sõitnud, siis 25 kilomeetrit. Natukene kiirus oli väikene, tõstame kiirust ülesse poole. Paneme olgu, 24 jääb see asi hoidma, las ta olla 24 enam vähem. Huvitav, siin näitab jah 24, display 25, no olgu, las see olla see 24, see on ka selline, nagu ta on siis umbes. Mul on väga raske sellega seda reguleerida. Nii, ja siin ma räägin tegelikult ühe pika jutu maha Korstendest rääkisin vene keeles, vene küladest ja et vene majadel, kui nüüd vaatad, ei ole mitte ühelgi nagu enam sellist klassikalist korstend ei ole. No nagu meil Eestis, siin on igal majal on korstend, no moodsatel majadel on ja midagi teisiti, on mingid teised lahendused on leitud, aga et nagu ei ole nagu ahjusid ei ole. Ну, здесь тоже труба есть. Здесь тоже труба есть, и оно не такой мелкий такое, как этот. Ну да. По-моему, 2 года назад этого дома не было здесь. Может быть, построили, только место было. Ja rääkisin siis sellest, et vihmavee nendest torudest, et näevad välja nagu vihmavee torud, et millega nad seal kütavad. Et ma küsisin Iiseskist ühe naisega, et no jalgrattaga sõidab, et no, et milles on asi, kas vaesus on või, et miks nad enam ahjusid ei tee või kas nad kütavad saepuru ja pilbastega, aga no näha need ikkagi majade ees, paljudel on ikkagi puuhalud. Ma mõtlen selles mõttes, et gaasi ei ole. Ja имел вот эти дома, где все-таки без этой трубы, где не было газа, не видно этих желтых трубов вообще, и вообще таких газовых трубов, я имел все-таки в виду этих. Там, где, может быть, эти газовые трубы, там, да, эти котлы уже, конечно, другие,
но все равно куда-то исчезали классические дымоходные эти трубы из классики печек. Так, это вторая машина, но этот у нас автобус линейный. Kas see oli liinibuss? Kurat, ei olnud võib-olla mingi logo. Ma enam ei tea, millised need on enam. Vanasti olid need Go Traveli või need Go bussid olid. Sinised olid, kuhu seal peal olid need GO-d olid peal, aga Tartus või kuskil, aga nüüd need enam ei ole. Nii. Oleme sõitnud nurga pealt 9 kilomeetrit and from where we were stopping, we was riding from here. Now it's 9 kilometers and another 9 kilometers. The stewards need to ride it back. But we're not riding directly back to home because we are starting to made in here. It's around we're riding. I want to ride it in the more distance, and I want to understand it's is it really it's we can ride it. It was be a good result if we can ride it like it's 45 kilometers. No, at first I'm not sure. I have it's a plan to ride it some more. Its plan is riding with that it's 60 kilometers. Nii, ja rääkisin siis vihmavee ja korstendest rääkisin ja siis rääkisin sellist asja, et ma kuskil jaanuari lõpus avastasin kogemata, no vaatan ikka igasuguseid jalgrattureid, elektrijalgrattureid, mitte Euroopa omasid, need on igavad. Ikkagi need, kes sõidavad endise suure kodumaa avarustes ringi, sest seal alati juhtub neil igasuguseid imeliku asju ja seal on kohutav segapudru igasugustest erinevatest elektrilist sõiduvahendite sellistest asjadest. No, assortiment on suur ja lai neil, ütleme nii. No nii, ja siis avastasin, et on ka olemas need igasugused toiduveokullerid, neil on see põhiline Yandex, aga no seal on kõike muud, ka igasuguseid Wildberryd on ja siis on, nendel on poeketid Magniit ja igasugused Pjatjorotškad ja siis on, no neil seal neid on. Näiteks Poolas, kui meil on siin ainult mingi Volt, eks ole, Eestis on ju, siis näiteks isegi Varssavis on, ma vaatasin, et vist on 12 erinevat kulleri firmat, noh, Uber ka, eks ole. Ma ei tea, võib-olla Tallinnas on Uber või mingi, ma ei oska öelda, võib-olla Tallinnas ka Forus tegeleb, mis on turvafirma, tegeleb ka võib-olla nendega, ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga ei huvitama vaadata ja siis on üks selline venelane, kes sõidab ringi kahes kohas on sõitnud. Praegu on ta nagu üürikorteris, ta on Voronežis ja ta on vist Kurskist pärit või sealt, sellepärast, et ta nagu Kurskit tunneb paremini, ta teab majade ajalugu ja selliseid asju, et ta nagu teab nagu Kurskit. Ja tema kanali nimi on Tahan lõunasse, ehk siis vene keeles Хочу на юг. Ja sealt on hästi näha tegelikult just linnasid. Ta näitab nagu see, kes Tahan lõunasse. See näitab väga hästi neid linnasid, linnaolu, sõidab ringi, on pikemad sellised on olemas. Paljud teised on ka, kes sõidavad Leningradis või Peterburis, Moskvas ja Rostovis ja Saratovis ja Nižne-Kamensk ja ma ei mäleta, kus veel kõik. Nad rohkem räägivad nagu raha, näitavad neid peatusi, näitavad, kui palju need hinded, tariifid, asjad on, palju nad teenivad. Ja et vahel nagu vahelduseks, kui ütleme, et kui on aega ja kui mingit Ukraina sõja, mingit sellist huvitavat poliitikat ei ole vaadata,
siis võib isegi selliseid asju ka vaadata. Ja ma isegi praegu ei oska öelda, praegu on vist juba mingi 1000, mis ta oli juba 1000, mingi 27 või 1003, kui rohkem peab olema juba. Mingi 1030 mingi sõjapäev on juba. И так, конечно, можно сказать, что я здесь говорю, что... Я не говорю, что я все время смотрю этих велосипедистов. В общем-то, я слежу все-таки за военные новости, что такое. И да, действительно, Путин до сих пор... Он не хочет мира, этот, конечно, этот понятно, он подтягивает разные, требует всяких вещей, что санкции сняли, и что угодно там, и Украину. Ну, там, конечно, он хочет уничтожать Украину, это ежику понятно, ну, и всем понятно. И теперь вроде как Трампу, Трампу тоже этот вроде как понятно. Финским президентом они вместе гольф играли вчера, да, вроде такое, да, Маралагас. И финский президент, он же рядом живет, он очень хорошо знает все это знает, этот советское и русскую, и путинскую страну знает. И он же европейский чиновник в высоких местах раньше был, что он не какой-то деревенский дурачок. И они хорошо знают, что такое этот путинская угроза. Не зря не Финляндия в НАТО вступил. Так, я хочу потом крутиться здесь, и я потом вернусь вот по этой дороге здесь. Вот здесь направо отсюда. Сделаю еще один круг такой, лишний. And I'm riding, after that when I'm riding it's again to a crossing to a main Tallinn-Tartu road. After that I'm riding in here around, and I'm riding to in the right side where we are now seeing that car is truck is driving. I'm too being ride in that road. И вот этом, где эта машина едет, этот самосвал или что угодно, или бак какой-то, цистерна, или... Я тоже по этой дороге буду ехать. Ну да, цистерна, да. Так, железная дорога. Так, то Тарту 7 километров, но здесь 7 километров, этот вроде считается, что будто бы центр города. А так, что у них тут? Неужели контактные линии наконец-то они поставят? Электрифицируют. Да, вроде так видно, да. Ну да. Контактные линии уже поставят. Ох, я же в железнодорожных войсках был. Мы поставили эти опоры, но здесь у нас очень трудно было все это работа. Все эти поперечья, хомуты там и все эти траверсы мы должны были ставить железнодорожные войска. А какой-то организация Питчи, они приехали на дрезинах и быстро-быстро поставили, только закрепили эти контактные линии. Специально открывали окно для этого такое. Но этот было на Транссибе, этот работа. Там две дороги было рядом. И дальневосточную сторону мы электрифицировали там тоже. А это очень трудная работа, там на скалу сделать эти 4
4:10 и 4:20 от рельса надо было сделать такую ямочку, котлован. А летом там и все замерзло было, вода была, и скала была, там бурить, сверлить, взрывать надо было ведрами, все время воду вытаскивать оттуда из ямочек. Да. Nii, ja juba pandi näha, et raudteele pandi kontaktliine pandi peale, millal siis elektrirong hakkab sõitma. Teoorias peaks elektrirong sõitma kiiremini, ta peaks kiiremini kiirendama. Sellepärast, et ta saab lõpmatul hulgal saab kiiresti voolu kätte, ilma et diiselmootor peaks hakkama seda nagu vedama. Nii, sõidame mäest üles ja sõidame ainult 22 kilomeetrit tunnis ja tuul oleks nagu mulle kogu aeg vastu. И так ветер вроде все время напротив. Ездили 31 километра. И пока еще потратили... Избавились только из одного столбика пока. Вроде. And we are riding it front to a wind again. It said like it's a southeast direction we're riding. And it's not warm for our hands. It's better to make it's a test ride, but its temperature is more than 15 degrees. Yes, I want to make it. I want to no, it's a little by little. It's understand how much its battery with 26 ampere hours battery is in here is working. Так, забыл, как эта птичка, этот, который поет сейчас здесь. Может быть, не слышно, ветер напротив. На английском этот Skylark. Как он называлась? Не ласточка, не воробей, и не ворона. Забыл туда ехать, туда поворачивать. Я сперва говорил, что я хочу одно место поворачивать. Я уже там говорил про электролинии, там железнодорожных этих работ и как-то ушел из голову. Nii, ja unustasin tegelikult sisse sõitmata sinna sellesse ühte piirkonda, elamute piirkonda, et lihtsalt teha lisa seda, jäin mõtlema nende peale. Nii, aga üldiselt on natukene jahe. Ma keeran siia bensiinijaama sisse ja panen tuulebluusi peale. And in here it's on the corner of that road of a crossing. It's a gasoline station, and in here I made it a little stop, and I adding it's like it's wind coat because if it's not it's sun, it's not warm. And I'm saying that it's need to have a test ride. It's need to make when the temperature is more than 15 degrees by Celsius. It's not comfortable to ride. It's if you're riding it so much or so long. It's now we are riding. It's 32 kilometers.
Is it work or not work? It must be work. But what we can see in here, we can see Итак, что мы видали здесь? 220. Nii, ja ma panen siin selle tuulefluusi panen peale. Ja оденусь этот противоветренник. А то действительно прохладно. And I'm dressing that. It's anti-wind protections. It's all right. In one moment I am turned off the cameras in here. And we're seeing it's gasoline station cameras, and Big Brother is watching us. Lippude järgi on hästi näha tuulesuunda, and by flags we are seeing the wind directions. All right, and we're seeing intensity or density or the wind speed too. And in the morning period wind was slower, but yes, we have it's a windy, we can say that it's a windy fever. Итак, по флагам бензоколонки мы видим, так, солнце там смотрится, мы видим тоже активность ветра и направление. Вроде оно есть. Так. Так, черные Так, я забыл, включал его камеру или нет. У нас есть поговорка, не поговорка, а у нас люди верят, что если ты видишь первую папочку, это беленькую или желтенькую, так будет скучное лето будет у тебя. Что будет скучное лето будет. А если будет темное, как мы сейчас видали, что будет интересное это такое лето. Но я уже в прошлом неделе было одно такое, немножко теплее была погода. Я видал, бабочка летает из соседнего, но точно против солнца не видал точно. А что же бабочка там точно такое? Охота за контактами. А у меня как раз и пошел поближе, он еще летал через дорогу, еще соседний двор, и приземлился за собором. Так, большая машина у меня здесь-то. И я пошел и смотрел, и этот была белая бабочка, грязными крыльями. Но этот, как на эстонском языке прямой перевод, этот капустная бабочка. На русском вроде есть такое слово, как капустница, но не уверен. Так, вот все они и пылят еще. По закону все машины, которые мимо меня едут, должны держаться от меня по новым законам из прошлого года летом.
1,5 метра дистанцию. Если не могут держать дистанцию так много, они должны унизить скорость 130 км в час, тогда они могут ехать меня мимо проехать. Вот так. И это не шутка, это так оно и есть. И даже если машина едет против и мимо едет из другого, например, напротив едет, этот тоже должен держаться расстояние 1,5 метров или не ехать мимо, что он должен рассчитать. И насчет этого велосипедиста или малыш-мопедчицы тоже с этим читать. Это не просто, что это не просто пустое место. Так, едем сейчас 25. Машины пылят. Так, попробуем крутить опять этот самодельный круиз-контроль. «25». Хорошо, вот так и едем здесь. И так как у нас есть малыш-мопед, мы можем здесь ехать. Обычным самокатом без сидения не можно. Вообще. Вот на траве, вот там можешь, или там за где канал, вот там можешь ехать. И еще законодательством я смотрел, как этот искал, на русском тоже есть. Оказывается, есть. На русском, может быть, даже лучше прочитать, что точно такой же перевод из эстонского официальный. У нас все время их меняются, и потихоньку выйдет новые и новые редакции. И на русском языке эту редакцию даже лучше найти, эту последнюю редакцию. И начинал искать, а как на самом деле называется официально этот малыш-мопед. Потому что если я сделаю из эстонского прямой этот не какой-то мини или миди или макси или что-то такое мопед. Оказывается, официальный, я не знаю, на самом деле он не может быть официальным, потому что официальные документы у нас на эстонском языке. Этот просто перевод, чтобы помогать русскоязычных этих водителей. Ну, наверное, что много украинцев-беженцев, и они все, конечно, читают и говорят на русском тоже. Но, может быть, дети, я не знаю, не могу знать, что просто для них может быть сделано этот. Но это не официальный документ. Потому что официальные документы у нас на эстонском государственном языке. А там на русском переводе этот у нас, оказывается, называется мини-мопед. Но на эстонском мини-мопед это все-таки мопед, но маленький. И этот мини-мопед на эстонском языке должен регистрировать, должен номер, должен все такое, и должен быть ездить с этими мопедными правами ехать, или водительскими правами. Так, я скоро поворачиваю направо. Вот здесь вот эти линии белых вообще не чувствую. Ну, чувствуется немножко, но мягко переедешь с этих линий. Другим старым велосипедом я здесь тынк-тынк-тынк-тынк-тынк переехал. А с этим, да, этот все-таки амортизация есть. And the absorbers is working by white lines. It's perfectly.
I'm not feeling that. If I was riding in my old ordinary bicycle, in here was Eesti. And we turned to here to right side. And turn on the turn lights. Вырубаем поворотники. И у нас ветер напротив сильный. Пошел немножко вот этот деревья, и ветер перестал. Вот так. Но чувствуется оно не такое. Если мы сейчас выйдем опять на открытую местность, что теперь... Бабах! Как против стены едем. And it's if it's open field, it's again wind, it's from a right side, and it was a little is a front. And I'm riding around in here. I want to get mileage. I want to understand it's how much we can ride with that electric scooter. Now we was riding it's 36 kilometers by GPS. Итак, 36 километров ехали по GPS, ехали. И мне интересно смотреть, сколько мы можем действительно с этим ехать. Теперь мы можем заново, если мы здесь уже крутимся, тогда можно вот этот ехать туда еще, этот участок города. Не город, а как этот, куда я первично хотел поворачивать, но забыл. Вот так. А мы уже повторно здесь. And if I'm forgetting, if we would just was in here, maybe it's in the bad road that is in front of here. And now it's again, it's riding over the railway. And maybe it's I'm little watching Batmans who are building that electric lines for trains. If I was in the Soviet army 2 years, I was doing the railway troops, and we can say that we made it similar works. We do building electrification for trains, but the conditions and materials and they was and the climates it's absolutely different. And in here it's a manor or herrenhaus, and some farms in here from tsaristic periods. Итак, с царского времени здесь у нас имения уже не эксистирует. Опять слово. Оказывается, русские не знают, что такое слово эксистировать. Для них надо сказать «существует». Здесь в многих этих фермах, фундаментах видно, что из этого, да. И имение там во время войны сгорел, но парк здесь на правом стороне есть, и пруды есть. And in here it's a manor park in the right side. Manor was burned down in a period of Second World War in 1944, in the end of August or beginning of September. And we are again in here. We're moving.
Jõudu, kas väga raske töö on või? Kas väga raske töö on või? Ei ole või? Ma olin sõjaväes raudteevägedes ja tegelesin nende asjade elektrifitseerimise ja postide panekuga. Augud tuli kaevata 40 maa sisse ankrut, mis pingutasid neid otsi. Need tuli veel lausa mingi 440 reelsi järgi kaevata. Ja kõik need traversid, ma ei tea, vene keeles on homutõe, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Küll ma lähen ära, rong tuleb kuskilt siit vist. Так. Ja вот я подумал сюда ехать. And I think that we are riding to here. If I'm remembered, in here was too, it's a shop was in Soviet period. Maybe in this house, but I'm not sure. It's not looks like it's a shop house. Maybe it was in an old shop in here. Итак, в советское время вроде здесь магазин был. Я уже не помню. Вроде никогда не купил отсюда ничего. Но вроде похож, что мог быть здесь, мог быть. Но, по-моему, было здесь все-таки магазины были. У нас тогда были, везде были. И этот колхозные дома построили для этих, кто здесь на этих фермах работали. And that's houses what we seeing in here. That is always agrogulag houses. And for that in the Soviet period, well, for that peoples who for Baltic, for that who are working in that farms. In Soviet period, that farms was much more. И вот видно, что в советское время просто дали, этот не дачи здесь, сделали вот проекты вот такие, тут тоже вот эти колхозы, совхозы построили для вот такого дома, для одного семьи, семейные домики. Так, мне все время интересовался, тут говорят, что здесь должен быть, внизу должен быть пляж, но там может быть грязь быть. И я не хочу туда ехать. По карту видно, что там пускают, вроде как лодки можно пускать. Вроде как трудовые лошади. Like it's a work horses, it's not like it's for sport. But in here, I think that we're seeing it's this is a Richman houses in here, and we're seeing it's we have like it's inside a channel in here, and we seeing the well, in here was channel, and in here it's boats. И здесь наверху направо вот это зимний сад такой видно. And here's a winter garden in up of this fat. И здесь участок покачей было. А здесь и подешевле домики тоже есть. Этот дом уже готов, я помню, когда его начинали построить. And I remember when that house is starting to build that houses in here. Now they are ready in here. And in here we can't build nothing.
because in here it's high voltage electric lines. And that land is untouchables. It's a nowhere land. It's a government land, we can say it. Huh. In the end of that road must be its old house. I remembered it's all right what we seeing in here. I'm not riding more. It's like it's in here. It's starting like it's a private land, but in that baby moped I can ride in private land. If I was be a gasoline scooter, and in here it's again it's a river. All right, let's walk a little. Oh no. It's like it's a small harbor in here. It's for takes its water for fire machines, firemen's. Nii, oleme sõitnud 39 kilomeetrit ja 583 meetrit. And we're riding it's 39 kilometers and 587 meters. Итак, если 39 километров, 587 километров, и ездили уже 1 час и 58 минут. And riding time is 1 hour and 58 minutes. Ja sõitnud oleme siis 1 tund ja 58 minutit, nii et peaaegu siis 2 tundi juba. Nii. Aga peaksime veel kuidagi tiirutama, sellepärast et jõgi on jah seal and the river it's in here. It's and the wind is blowing. Üks asi jäi nagu mulle silma. Ma võin eksida, aga
võisin valesti seda märgata, aga ma kohe vaatame uuesti seda asja. Ei ole. Selline tunne, et hakkab nagu vihma sadama. И такое чувство, что сегодня еще дождик будет. Но обещали, что погода испортится. И через какой-то день будет еще... Ой, собачки маленькие такие были. Väiksed koerad olid sellised seal ilusad. В советское время тоже здесь дорога была. Но домиков здесь не было. Этот конец только, этот домик один там был, и все. And in Soviet period was only in here was it's a way, but not was in here where the houses. In Soviet period was not it's public rich man's or rich people's. Выглядит все, как будто бы цыгане здесь живут. And looks like it's everything in here looks like it's a gypsies lives in here. I'm not sure. Nagu kuradi mustlased elaksid siin, vähemalt välja näeb niiviisi see asi siin. Kui mingi päev oli niiviisi, et peeglid ei tahtnud üldse nagu mul püsida või kuidagi paigas, on ju, siis ma ei tea, täna on küll nagu need peeglid paigas. Tegelikult oli niiviisi, üks peegel läks paigast ära, kui ma sõitsin sellise lainelise, mitte lainelise, või on jalgratta, kus on eraldatud, oli jalgratta ja jalgtee. Ja seal olid need sellised need nagu kuubikud seal või nagu triibud. Siis seal nii ja siin on järgmine selline purjus politseinik. Istis следующий пьяный полицейский. Здесь магазин был, по-моему, в советское время, да, наверное. В одном стороне почтовое и в другом, может быть, этот маленький этот почтовой ящик желтенький, все до сих пор там. Võtan korraks USB juhtme, võtan aku pangast välja ja panen tagasi. Я снимаю камера питания из Powerbank и поставлю обратно, а то он, я знаю, что он не начинается зарядить. Так, ехали 41 километров и 200 метров, and we was riding it's 31 kilometers and 280
31 kilometers and 238 meters. All right. And now we are riding to a city. No, not a city. And it's riding. It's to another side. It's a little too. We need to ride. It's a more distance. Let's that small light is blinking. See, mida ma enne nägin, ei olnud ikkagi liinibuss, see on liinibuss. И этот, что я раньше видал, что я думал, что этот автобус, этот местный. Да нет, этот здесь было, автобус было. Выглядит такой, как военный, зеленый, такой салатовый какой-то. Нет, этот как этот деревенский автобус этот. And that bus was but it's a country bus, country line bus. Ой. Так хорошо. Вот здесь хорошо стоять на этом самокате такого совсем прямо. Можно так сидеть, да, и стоять. And in that baby moped you can put you stand a little and it's sit again. Ja selle pisimopeedi peal on siis hea seista kah niiviisi. Kusjuures nüüd oligi selles, ma vaatasin ERR-i uudisse teile, juba on probleemid, et juba mingi, et vist said juba mingi 12 või 13-aastase poisi said kätte vist. Kuigi ma tean siin Tartus ühte 13-aastast poissi, kelle kohta küll ei saaks. Ja kui ma võrdasin seda poissi seal, kes seal selle pisimopeediga oli, siis see on nagu öö ja päeva vahe tegelikult, või no ma ei tea. Nii, tagant tuleb mul auto, saadi mašina. Зеркала широкие и действительно следующая машина сзади. Так, этот не журавлик, кто поет, как он называется этот? Я вообще-то хотел ехать сегодня, хотя бы, я думал, что батарейка не выдержит больше, чем 45 километров, но уже показывает почти через 200 метров, уже показывает 43. Я думал, что 45 самый больше могу на этом батарейке ехать, но это значит, что планы меняются, надо еще где-то крутиться, вертеться. Ну да вы что?
Хорошо, но я знаю, куда можно поехать и куда можно... Вообще-то надо ехать здесь за этой линией, вот здесь, на асфальте, на этом краю здесь. Вообще-то коленям начинается немножко холодно. Я одел самые тонкие джинсы, эти китайские. Они как материалы, как тонкая бумага. Я даже не представлял раньше, что такие вообще сделаются. Ну, как-то я из Алиэкспресс заказывал где-то за там какой-то там 10 или 9 евро. Написано было, что толстые зимние, помню. Но это несколько лет назад. Но я оценил их, потому что я их заказывал тоже. Потому что таких тонких здесь, например, летнее время, если не хочешь с короткими штанами ходить, другими будет жарко, а с этими, но не станет. Они очень-очень тонкие такие. А вот с этими хотел, я сперва думал, а вдруг этот подольше эти джинсы одет с материалом, ну, такие обычные такие. А думал, черт с ним, и так зайдет военное время. Так, сниму этот круиз-контроль и едем в ручном электрогазе. Так, я хочу поворачиваться налево, показываем. Так как раз нехорошо станется там, а что-то там они строят. Я даже не знал этот. Так, склад пивозавода, откуда я уже из прошлого 24-го года, из начала октября я уже здесь не действую, здесь уже. А здесь флаги вообще не двигаются. And in here, beer factory, Tartu Preverly logistic farehouses where flags are in here is not moving. It's very strange. And here can I write you, because it's in here, it's a mixed bicycle road or bicycle way. It's due in here. Tak. Siin on ainult 380 on siin selle alajaama küljes. Tegelikult 380 saab väljaviigu teha 220 peale. Et sellest saaks tegelikult teha väljaviigu siit. See on natuke teine. Et iseenesest saaks teha. Sportsman. In here that house have its electric company, it's Enefit Volt, and I can use that chargers, and we piled in here it's chargers park, but it's only for him, for that workers who work in here. That's chargers.
and for me they not working. И здесь эти зарядки, но у меня они не работают здесь. Типа такое же, что надо, ну, этот Type 2. Но они только своих работников, и моя карточка не включает их. Я уже попробовал. Да. И вот компания вот здесь этот. Так. Похвастаемся с поворотниками, хотя здесь никто их не видит, но все равно. Так, вырубалась, так все. Так хорошо было бы по этой дороге на работу ходить, этот пивзаводский склад, но я уже... И вот с этим хорошо, зимой даже, зимой ехать с этим, да вы что, этот почисто... Ну тут мало ехать, только 2,5 километра такое, и... Вот так, что... Вообще-то действительно большой палец, надо есть, держаться все время на kurke, этот elektrogaasa. Ja tegelikult on niiviisi, et pöialt hoida kogu aeg seda elektrigaasi lüliti peal, päästiku peal, ega tüütab ära küll. Et kui seda püsikiiruse hoidjat oma tehtud seda lahendust ei oleks, siis oleks üsna nõme. And it's finger that is a hold the electric throttle. It's now I'm riding like it's a manually. It's a tired. And if I was not that handmade system that it's a hold the cruise speed, it's I'm not was be riding that all that distances. It's a mechanical cruise speed holder. In here it's electronical system, it's not working. If you go in here, it's not that options for settings that you can turn on the cruise speed. But it's working and it's a normal. And we're riding, it's a 25 kilometers per hour. It's a legal speed. Display shows it's a 27, but we are riding by the GPS.